Привет! Вы смотрите дневники 6-х международных спортивных игр «Дети Азии». «13 июля в Триумфе завершились соревнования по борьбе хапсагай. В этот день на ковер вышли бороться спортсмены весовых категорий 50, 62 и свыше 70 килограммов. На этот раз с явным преимуществом лидировали тувинские борцы. Во второй день соревнований по хапсагаю на ковре вновь доминировали тувинские борцы. Если в первый день якутские спортсмены отдали им все золото в 3 весовых категориях, то на этот раз хозяева смогли одержать победу в весе до 62 килограммов. В весе до 50 килограммов и свыше 70 килограммов представители Сибирского федерального округа вышли в финал. Бронзовую медаль в весе до 50 килограммов завоевал Сергей Иванов из 2-й сборной Якутии, победивший в схватке за 3-е место Нюргуна Семенова, выступающего за Дальневосточный федеральный округ. Чемпионом в этом весе стал Ижия Кер Эрес Олович, уверенно одолевший представителя 1-й сборной Якутии Андрея Винокурова. В схватке за бронзу весовой категории до 62 килограммов победу одержал Апыш Анаш, представляющий сборную Сибирского федерального округа. Побежден был Василий Кириллин из команды дальневосточников. В финале в упорной схватке сошлись якутяне Сергей Иванов и Вильям Ючугаев. Силы были равны, однако Сергей Иванов принес Якутии единственное золото. В весе свыше 70 килограммов вновь 2 представителя якутской школы борьбы встретились в схватке за бронзу. Дальневосточник Александр Алексеев уступил представителю 2-й якутской команде Никите Хабарову по очкам. В финале Эдуард Максимов не смог оказать сопротивление тувинцу Авралу Думбаною. Таким образом, в 6 весовых категориях якутские спортсмены при участии в составе 3 команд взяли всего 1 золотую медаль. В остальных 5 весовых категориях победу праздновали тувинские борцы. На 6-х международных спортивных играх «Дети Азии» завершились соревнования по боксу. В копилке сборной Якутии 13 медалей, 5 золотых, 1 серебряная и 7 бронзовых. Были сложные бои, никому победа не далась легко. Практически все конкуренты привезли своих лучших бойцов, призеров и первенства Европы и мира. Звание чемпиона завоевали якутяне Ян Алексеев до 48 килограммов, Денис Нехаев до 50 килограммов, Петр Егоров до 52 килограммов, Назар Андреев до 60 килограммов и Мичелина Сантаева до 50 килограммов. Серебро досталось Кюней Татариновой до 54 килограммов. На 3-ю ступень пьедестала поднялись Аина Борисова до 52 килограммов, Анжелика Адоева до 54 килограммов, Айкар Олесов до 54 килограммов, Эльмар Амаров до 57 килограммов, Аян Ксенофонтов до 63 килограммов, Баймат Турамбек и Станислав Новгородов до 80 килограммов. Ярче всех на ринге себя проявил филиппинец Кристиан Пит Лауруэнте до 54 килограммов. В полуфинале он уверенно выиграл у Айкара Олесова, а в борьбе за золото не оставил шансов представителю Казахстана Сункару Талдыбеку. По итогам турнира больше всего медалей у спортсменов из Казахстана. 5 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых. Второе место заняла команда Якутия-1, 11 наград. На 3-м месте в общекомандном зачете Сибирский федеральный округ. В соревнованиях приняли участие 179 боксеров из 22 команд. Было разыграно 72 комплекта медалей. Спортсменки из Сибирского федерального округа установили новый рекорд на 6-х международных спортивных играх «Дети Азии» в эстафете на беговой дорожке 4 на 400 метров. С результатом 3 минуты 53,24 секунды они опередили ближайших соперниц из Таиланда и Шри-Ланки. По словам легкоатлеток из Сибирского федерального округа, вместе в эстафете они участвовали впервые. Очень рады, что сумели не только победить, но и установить новый рекорд игр. В эстафете принимали участие 10 команд. Сибирячка Александра Лобанова не ожидала, что сможет совершить большой отрыв от соперниц со старта. Ее рывок в итоге принес желанное золото. Таким образом, первое место заняла команда Сибирского федерального округа в составе с Александрой Лобановой, Ольгой Радиошкиной, Екатериной Веселковой и Анжеликой Перенчук. Их результат 3 минуты 53,24 секунды. На втором месте команда из Таиланда Павини Путбури, Павини Сирао, Ратрапан Чукул, Кития Нуфимай с результатом 4 минуты 2,39 секунд. Тройку лидеров эстафеты замыкает команда Шри-Ланки Киес, Лакшани, Пюэми Верасурия, Кейпи Васанти Маристелла, Сандумини Падмасыри. Их результат 4 минуты 2,51 секунды. В спортивном комплексе «Мадун» 14 июля стартовали соревнования по масс-рестлингу. В первый день состоялись встречи весовой категории 48, 56 и 68 килограммов.
В турнире принимают участие 57 юных рестлеров Индии, Монголии, Казахстана, Кыргызстана, России. Сегодня соревнования пройдут среди весовых категорий 52, 62, 74 и свыше 74 килограммов. Соревнования по борьбе «Кураж» в рамках 6-х международных спортивных игр «Дети Азии» стартовали 14 июля. Честь Якутии отстаивают 10 спортсменов из столицы республики и Мирнинского района. Состязания проходят в 2 этапа по 5 весовым категориям. Первый этап начался в Центре спортивной подготовки «Триумф», где якутяне боролись в 3 весовых категориях – 45, 65 и 75 килограммов. Основными соперниками стали спортсмены из Туркменистана и Таджикистана, где кураж является национальным видом спорта. В целом за медали сразятся 55 борцов из Сирии, Монголии, Сибирского федерального округа, Туркменистана, Таджикистана, Татарстана, Армении, Казахстана и Индонезии. Соревнования в весовых категориях до 55 килограммов и свыше 75 килограммов пройдут 15 июля. А я добавлю, что кураж или куреш – традиционные виды борьбы у тюркских народов. У башкир, татар и чувашей представляют собой борьбу на полотенцах, закидываемых на пояс противника, и является важным элементом национальных праздников – Сабантуя, Джиена и Акатуя. Национальная татарская борьба кореш в 2013 году была признана общероссийским видом спорта. – 13 июля в СВФУ завершились соревнования по шахматам. Всего в соревнованиях по шахматам участвовало 18 команд. По итогам соревнований в общекомандном зачете первое место у команды Дальневосточного федерального округа с 1 золотой медалью. Второе место у команды Вьетнама с 1 серебряной медалью. Замыкает тройку лидеров команда Монголии с 3 медалями – 1 серебро и 2 бронзы. Сборная Китая в бронзовом финале 13 июля переиграла сборную Якутии и стала призером игр «Дети Азии». Уже до начала игры Китай-Якутия все билеты раскупили. Ажиотаж вокруг поединка был огромный. 1000 болельщиков пришли поддержать своих земляков. Встретились 2 равные по классу команды. На кону бронзовые медали игр. Зрители стали очевидцами захватывающей игры. В первой партии якутянки сразу ушли в отрыв и даже вели со счетом 17-13. Однако китайские девушки смогли догнать и одержать невероятную волевую победу со счетом 25-23. Во второй партии вновь хозяева ушли в отрыв, и снова на табло горел счет 17-13. Только в этот раз сборная Якутии смогла довести дело до победного конца, выиграв со счетом 25-20. Счет по партиям стал равным 1-1. В третьей партии чаша весов склонялась то к одной, то к другой команде. В итоге удача оказалась на стороне китаянок, которые выиграли партию со счетом 31-29. Итог третьей партии во многом стал определяющим. Сборная Китая преломила ход игры, выиграв решающую партию со счетом 25-17. Итоговый счет 3-1. Бронза улетает в Китай. Напомним, что первое место в состязаниях по волейболу среди девушек заняли представители Сибирского федерального округа. На втором месте сборная Уральского федерального округа. Подробно о результатах вы можете узнать в разделе «Дети Азии» на портале ayasia.ru. А мы прощаемся с вами до завтра. Вы смотрели дневники 6-х международных игр «Дети Азии». Следите за главным событием этого лета вместе с нами. Пока!